ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 10 ноября в Ухтенском отделе Следственного комитета возбудили дело по безвестному исчезновению Анастасии Щетининой. Напомним, 9 ноября молодую женщину видели в последний раз. Ухтенка вернулась в квартиру по улице Интернациональной после того, как проводила сына в школу. По результатам работы группы следователей удалось выяснить, что ее исчезновение было заранее тщательно спланировано. Как считают правоохранители, в 8:30, когда женщина входила в подъезд, ее там уже ожидал бывший супруг. Теперь мужчина является главным подозреваемым в деле об убийстве. По версии следствия зашел в дом, в квартиру именно в ее, задушил ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, он поместил ее в заранее подготовленный чемодан дорожный, туда ее полностью упаковал, вынес на улицу, его уже поджидала машина, данная соучастница тоже в настоящее время задержана. Он вышел из подъезда через 10-15 минут. Мужчина погрузил труп в автомобиль и совместно со своей знакомой вывез за город. Они остановились в районе Усть-Ухты и выкинули чемодан с телом с моста в реку Ухта. Мотивы преступления пока окончательно не выявлены, но предварительно это неприязненное отношение супругов из-за сложного процесса развода. Судебные тяжбы, потому что стадия развода, получается, была. Это судебные приставы, получается, алименты. Как вследствие выяснено, что его, получается, Щетинина привлекала к ответственности за то, что он не платил алименты. Также у них решался вопрос по квартире. Подозреваемые не дали признательных показаний, они в изоляторе временного содержания. Также вчера, 14 ноября, была задержана еще одна предполагаемая соучастница. Детали ее причастности к делу пока не раскрывают в интересах следствия. В пятницу, 16 ноября, пройдет судебное заседание по избранию меры пресечения для всех троих. В настоящее время проводятся все следственные действия. Уже был проведен следственный эксперимент с аналогичным чемоданом, чтобы выяснить, в каком месте реки он может находиться теперь. В расследовании правоохранителям помогают МЧС и 2 гражданских водолазов. Также Следственный комитет просит помощи у ухтинцев, которые пользуются квадрокоптерами и эхолотами.